Сегодня в столице Коми передали очередную партию машин в зону проведения специальной военной операции, где служат бойцы из нашей республики. Ключи от авто вручил нашим землякам-защитникам Отечества глава региона Владимир Уйба. Техника наполнена гуманитарным грузом. Дроны, генераторы, тепловизоры, рации, маскировочные сети, амуниция, медикаменты и, конечно, для души детские письма и открытки. Проводила бойцов на передовую и Ольга Коняева. Позвольте процитировать часть письма от командира войсковой части 34667, адресованного главе Республики Коми Владимиру Викторовичу Уйба. Уважаемый Владимир Викторович, 80-я отдельная мотострелковая бригада «Арктическая» успешно выполняет возложенные на нее задачи. Письма, сообщения с благодарностью за поддержку бойцов на фронте регулярно приходят к главе региона. Также регулярно поступают заявки на технику и боевое оснащение. В состав бригады входит 270 солдат из Республики Коми. Мы признательны вам за поддержку и неоднократную помощь, оказываемую военнослужащим из Республики Коми. Исполняющий обязанности командира войсковой части майор Григорьев. Сегодня республика выполняет очередную заявку наших бойцов. 2 проходимых УАЗа подготовили к верной службе в непростых условиях, наполнили гуманитарным грузом. За рулем авто на передовую отправятся наши земляки-добровольцы. Самое важное, что это ответ тыла тем деятелям, которые развязали эту войну со стороны НАТО, со стороны нецивилизованной, неблагодарной Европы, вернее их руководителей. Ответ мирных людей, взрослых, подростков, детей, старшего поколения. Ответ на то, что Россия никогда не бросала своих защитников. Ни в этой войне, ни в предыдущих. И всегда тыл делал все возможное для того, чтобы солдат на фронте воевал и был обеспечен. В сборе гуманитарной помощи участвует вся республика. Люди, которые душой и сердцем болеют за наших ребят. Тех, кто сегодня на переднем крае. В машины погрузили дроны, генераторы, тепловизоры, рации, маскировочные сети, амуницию, медикаменты, инструменты. С самого первого дня начала специальной военной операции жители Усть-Коломского района как один потянулись к местам сбора гуманитарной помощи. Сначала это было не так организовано. Сегодня таким центром стала сама администрация. Мы тоже постарались сегодня привезти необходимый для вас объем гуманитарной помощи, он уже загружен в эту автомашину. И я хочу сказать огромное спасибо вам, дорогие ребята, всем бойцам, которые сегодня на фронте делают все, чтобы защитить страну, чтобы доказать, что наше дело правое. Акция «Все для победы». Подготовка техники и отправка гуманитарных конвоев. Эта работа ведется под началом главы Коми. Он сам постоянно выезжает на передовую. Вернулся на днях из очередной непростой командировки. Машины очень нужны. Потому что это и перевозка раненых, перевозка в целом материальной базы. Ну и это расходный материал. Много помогает и от ребят, я слышал, наших земляков. Не только нашей части помогает, и другим частям помогает. Ну, по мере возможности, что могут собрать люди там. Ну и, естественно, конечно, сам глава Республики Коми очень много помогает. Свой вклад в помощь фронту сегодня внесли воспитанники Сыктывкарского детского дома номер 3. Передали партию сухих душей, армейские пятиточечники и, конечно, письма от всего сердца. Некоторые выпускники детского дома уже принимают участие в специальной военной операции, отмечены наградами. И среди нынешних воспитанников есть те, кто собирается связать жизнь с военным делом. Иван Номов будет поступать в Краснодарское высшее военное училище. С начала специальной военной операции начали изготавливать сухой душ. Сейчас мы уже изготовили 4400 единиц сухого душа. Также с недавнего времени начали шить армейские пятиточечники. То есть для солдат они могут посидеть на них, сесть на колени, разложить на живот. И они водонепроницаемые, удобные, мягкие. И если все сплотятся вместе, вот вся республика, просто жители, сплотятся и будут оказывать любую гуманитарную помощь, даже маленькую,
то нашим солдатам будет легче, они будут чувствовать поддержку. Сохранить жизнь помогает и специальное техническое оснащение. На 1 300 000 рублей закуплены и переданы на передовую прицелы, оптическое оборудование, тепловизоры, дальномеры. Выполнить спецзаказ военнослужащих помогли крупные предприятия Сыктывкара. Это выполнено по поручению главы Республики Коми. Фонду помогают достаточно серьезные республиканские предприятия. Огромная благодарность руководству Сыктывкарского ликероводочного завода, Коми коммунальных технологий, а также и жителям Республики Коми, и нашим волонтерам, которые постоянно рядом с нашим фондом. А уже к следующей отправке готовы мотоциклы. Легкие, быстрые, они сейчас как никогда нужны на фронте. Мотоциклы на самом деле очень серьезные. Это 300-й эндуро. Мотоциклы выбираются по такому принципу, чтобы он не сильно шумел и чтобы был очень мобилен. Потому что сейчас боевые действия, куда планируем отправить эти мотоциклы, на Харьковское направление, есть в лесопосадках. То есть там проехать можно только на подобного рода мотоцикле. Быстро появиться и быстро скрыться от какой-то огневой мощи противника. И плюс он очень небольшой, то есть дрону попасть в него меньше шансов, чем, допустим, в квадроцикл или в машину. С водой и боеприпасами мотоэкипажи стремительно залетают к нашим штурмовикам. Обратно с передовой всадники жизни, так их окрестили, вывозят раненых. Это связь с тылом. А еще элемент внезапности, неожиданно появиться перед противником и застать его врасплох. Ольга Коняева, Артем Соколов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.